Всем привет! Я решил возобновить свой блог после небольшого отсутствия и хотел начать это дело с истории подписчика, который мне отправил это в личных сообщениях. И поведу эту историю я уже от первого лица. Дело касается вещей из могилы. Это было в 2000-х годах. Мой отец работал на строительстве дороги в Амге бульдозеристом. Во время работы они наткнулись на древнее захоронение. Они буквально раскопали несколько могил в ходе работ. Решили убрать кости в другое место. Пока собирали их, его напарник нашел расческу для волос и взял себе. Мой отец же взял медные ложки. Решил в будущем их использовать для различных изделий. Закончили работать и вернулись домой осенью. Страшные вещи начали происходить ближе к зиме. Постоянно кто-то стучался в дверь. Родители говорили, что эта собака хочет кушать и стучится. Я же был маленьким и не совсем понимал, и меня было легко обмануть. Потом стуки в дверь прекратились, но по ночам было слышно, как кто-то ходит по дому и очень громко передвигает предметы. Слышались шаги, гремели кастрюли. Я с братом, будучи маленьким, засыпал рано. Но когда родители быстренько эвакуировали нас к себе в комнату, я начал понимать, что происходит. Видимо, кто-то пришел за своими медными ложками и ищет их среди посуды. Было слышно, как открываются ящики в шкафу, в которых хранились ложки и вилки, и этот кто-то очень нервно перебирал столовые приборы. Когда были слышны эти звуки, наш отец не спал, курил у печки, а мы все лежали у кровати. Я тогда представлял, как отец дерется с этим привидением. Что странно, я не боялся, видимо, не совсем понимал всю серьезность ситуации. Для меня это было что-то вроде шутки. Так продолжалось до весны, и папа решил отнести ложки обратно. Но проблема заключалась в том, что он одну ложку потерял и уехал без нее. После приезда отец часто стал болеть и вскоре умер. Ложку, которую потеряли, мы так и не нашли. Но потом, повзрослев, я понял, кто взял ту ложку. Отец не стал держать злополучные ложки в доме, они лежали в гараже, и после смерти отца у нас стали пропадать вещи из гаража. Видимо, соседский мужик крал у нас вещи из гаража и заодно взял ложку. Об этом говорит тот факт, что вся его семья умерла по непонятным причинам, а сам мужик спился. Думаю, что эта ложка лежит у него дома. Интересно, что же стало с тем напарником, который взял расческу? Вот на этом история заканчивается. Я решил просто немного это прокомментировать. Действительно, вообще существует поверье, согласно которым нельзя брать вещи из могилы, потому что неизвестно, кому они принадлежали и будут ли эти вещи востребованы самим покойным. В принципе, в Якутии такие вещи это вообще достаточно серьезное табу. По крайней мере, те, кто вот знает традиции и так далее, потому что действительно очень много случаев бывало, когда из захоронения люди брали вещи, и потом за ним уже приходил, собственно, сам дух. Таких историй я слышал достаточно много, но самое интересное то, что, например, когда берут вещи не для себя, например, в ходе археологических раскопок, то эта вещь, она так особо не работает, потому что у меня было достаточно много знакомых археологов, они ездили на раскопки, и у них вроде бы ничего такого особого не происходило. Ни во время раскопок, ни после. Но, возможно, потому что эти вещи раскопанные, они не принадлежали кому-то конкретно одному, то есть это была такая как бы общественная вещь. Но самое интересное то, что все-таки такие вот могильные проклятия, они работают не всегда, потому что я слышал такие истории, то что, например, однажды один человек, он раскопал мумию, ну, она большого археологического интереса не представляла, потому что, ну, там могила была достаточно бедная, и там не было похоронного инвентаря. И, в общем, какое-то время эта мумия вообще хранилась в кабинете у человека. Вот. И потом уже коллеги этого человека все-таки попросили от этой мумии избавиться, поскольку она несколько попахивала. Ну и вообще было жутко работать по соседству как бы с мертвым телом. Вот такие вот
Вещи происходят. Если у вас какие-то были интересные истории, то я хотел бы, чтобы вы тоже ими поделились в комментариях. Возможно, я их в будущем озвучу. Вот. Всем пока, до встречи в следующих выпусках.